Здравствуйте, я Артур Бязров, ведущий программы «Неудобная студия». Мы собираемся для обсуждения наиболее важных проблем Осетии. И сегодня мы будем говорить об актуальных направлениях национально-культурного развития республики. Итак, у нас в гостях Алан Казбекович Багиев, заместитель министра Республики Северная Осетия Алания по вопросам национальных отношений. Эмилия Георгиевна Агаева, председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия. И Тамерлан Таймуразович Камболов, доктор филологических наук, профессор. Здравствуйте, уважаемые гости. В конце прошлого года, буквально в конце декабря месяца, была принята новая программа национально-культурного развития. Я подчеркну, что это новая программа. До этого действовала другая программа национально-культурного развития. Очевидно, что с принятием этой программы жители республики и органы государственной власти связывают определенные надежды на решение многих проблем. В частности, речь идет о сохранении осетинского языка культуры, восстановлении объектов культурного наследия, решении других проблем. Поэтому я хотел бы поговорить с вами об этом, о том, в какой степени вот эта программа, новая программа, будет решать озвученные проблемы и, может быть, даже какие-то другие проблемы. И первый вопрос я бы хотел вам задать, Алан Казбекович. С чем связана необходимость принятия новой программы национально-культурного развития осетинского народа? И какие задачи должна она решить? Да, вы совершенно правы. В конце декабря 2020 года была принята программа, которая называется «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2021-2025 годы. С чем это было связано? Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в обществе есть запрос на усиление вот этих направлений и работы. Есть запрос на то, чтобы национальная культура, национальные традиции, язык осетинский не просто, не просто сохранялись, но и развивались дальше. Исходя из этого, по инициативе главы республики Битарова Вячеслава Зелимхановича, Министерство по вопросам национальных отношений занялось, скажем так, формированием этой госпрограммы. Работа не прошлого года, работа началась еще в 2016 году, в 2016. В 2018 был принят первый этап этой госпрограммы, о котором вы говорили. 3 года это были, скажем так, пробные наработки вкупе с другими органами государственной власти, вкупе с научным сообществом, с интеллигенцией, с другими представителями нашего общества. Была создана очень сильная база, очень мощная база, и фактически созрела на необходимость продолжения этой работы, не просто продолжения, а уже на эту базу созданную нужно было накладывать другие, скажем так, строения, которые бы позволили двигаться дальше. Вот, собственно, исходя из этого, мы и занялись разработкой. А если вкратце говорить, Алан Казбекович, о направлениях, которые будут решаться, конечно, в рамках программы? Сейчас уже по тому, кто является участником госпрограммы, а фактически соисполнителем, можно понять, какие основные направления подчеркнуты при реализации этой государственной программы. Кроме указанного мной Министерства по вопросам национальных отношений, это еще 2 министерства: Министерство образования республики, Министерство культуры республики. А кроме того, 4 комитета республиканских: комитет по делам молодежи, комитет по делам печати и массовых коммуникаций, комитет по охране и использованию объектов культурного наследия и комитет по архитектуре и градостроительству. Сама госпрограмма разбита на 2 подпрограммы. Первая подпрограмма призвана заниматься сохранением национальной культурной самобытности осетинского народа. Вторая — сохранением и развитием осетинского языка. Собственно, основные моменты с нашей госпрограммы. Спасибо, Алан Казбекович. Эмилия Георгиевна, у вас хотел бы спросить, насколько я знаю, комитет по охране и использованию объектов культурного наследия будет выполнять примерно половину объема, того объема, который предусмотрен, объема работы, объема финансирования, которое заложено на реализацию программы. Вот можете рассказать о том, какие конкретно мероприятия будет реализовывать комитет по охране и использованию объектов культурного наследия? Да, конечно. В основном те направления, которые будут реализованы в данной государственной программе,
направление нашего комитета – это защита историко-культурной среды. И, естественно, это в основном все вопросы, которые связаны с сохранением объектов культурного наследия. Но известно, что для того, чтобы сохранить тот или иной объект, нужен целый ряд определенных мероприятий, которые необходимо проводить, на которые необходимо финансирование. И вот именно эти условия предусматривает данная программа. Коротко могу осветить те направления, которые необходимы для сохранения объектов культурного наследия. Но в первую очередь это выявление объектов с признаками объекта культурного наследия. То есть мониторинг проводится постоянно, не только сотрудниками комитета, но у нас очень активизировалось население республики, за что огромное спасибо. И приезжают, и пишут, и звонят, когда обнаруживают те или иные интересные объекты. И чаще всего получается так, что это именно объекты с признаками, которые затем мы проводим определенные мероприятия и вносим их уже в перечень выявленных объектов культурного наследия. То есть у нас еще есть такие объекты культурного наследия, которые не учтены? Безусловно, безусловно. Хоть и считается, что у нас маленькая республика, но до сих пор обнаруживаются в горных, чаще всего это горные уголки, просто туристы или не так давно вот альпинистами была найдена башня, о которой вообще никогда никто не знал. Случайно вот они спустились в какую-то лощину и обнаружили между двух небольших утесов такую заброшенную башню, в общем-то, неплохого состояния. И такие случаи бывают, действительно бывают. Иногда получается, что, например, просто здание жилого дома в каком-то уголке отдаленном, но становится известно, что это здание принадлежало или это дом, в котором жил выдающийся человек, который на территории нашей республики, среди нашего народа имеет высокий авторитет или ну, вот как-то известен своими непосредственно делами. Вот могу сказать, что совершенно недавно о доме Блажка Гуржибекова в станице Новоостинской Моздокского района, хотя об этом доме было известно еще несколько лет назад, но были проблемы, он был в частной собственности, надо было как-то его выкупить республике, ну, что и произошло, собственно, в 2020 году. И немножко продолжу сразу свой контекст. То есть вы назвали одно из направлений, это выявление новых объектов культурного наследия, а да, еще да, да, я понимаю, перехожу к следующему, как раз вот через дом Блажка Гуржибекова. Вот следующий такой важный момент – это появление на территории нашей республики исторических поселений. Вот в настоящее время проводится работа, вернее, доработка документационного материала по историческому поселению, которое планируется у нас в селении Нар. И на будущий год мы планируем как раз по Новоостинской станице. И доминантой в этой станице, в этом историческом поселении будет, конечно, дом Блажка Гуржибекова. Ну и там же находится несколько сохранившихся домов представителей остинского казачества, которые в разное время вот в царской армии служили и внесли свой вклад вот в развитие всего нашего государства. Поэтому такие интересные направления, и здесь же можно сделать связку со станицей Черноярской, где в здании прежней школы, потому что там ну, вроде новая школа строится, в здании прежней школы хотят отремонтировать и использовать ее под создание музея терского казачества. Это очень хорошая связка, Черноярское, Новоостинское историческое поселение. И все это, ну, вот такого примера мероприятия, они огромное оказывают влияние на развитие туризма в нашей республике. Это следующий аспект, который для нас тоже очень важен. И большая часть
той деятельности, которой занимается наше ведомство, оно как раз и связано с тем, чтобы восстановить объекты культурного наследия или хотя бы провести консервационные работы, чтобы это можно было использовать вот в сфере туризма, в сфере популяризации среди молодежи. И школьники, и подрастающее поколение сейчас имеют огромный интерес, пишут какие-то интересные изложения. Проводилась такая небольшая акция, общественная организация просто провела ее, писали изложения о легенде моего рода, моей фамилии. То есть вот такие интересные направления, молодежи которые появляется интерес, взаимосвязаны. да, тоже к Не истории. просто появляется, он появился, и не всегда это бывают такие положительные примеры. Иногда это достаточно резонансно звучит, и, может быть, недопонимание в какой-то степени. И многим кажется, что вот это какие-то недоработки. Конечно, недоработки бывают, существуют сложности. В первую очередь, все, что связано с сохранением объектов культурного наследия, это финансирование. Финансирование немалое, поэтому с этим, конечно, в первую очередь сложно. Но в настоящее время именно значительное финансирование уделено этой стороне. Конечно, этой стороне. И я должна отметить, просто нельзя об этом не сказать, что последние годы, я вот практически с начала самого работаю в этой сфере, но последние годы настолько, ну, наверное, все это замечают, настолько какой-то очень положительный резонанс вверх в плане Есть внимание к этой реставрации. проблеме, да. Конечно, и реставрируется, и приводится в порядок. Мы слышим, начиная, наверное, вот создание филармонии, тоже объект культурного наследия, планетарий был сдан, художественный музей, музей национальный недавно сдан. Делаются небольшие вот здания резиденции на Церетели, башня Куртай-Тага, ну и целый ряд. В рамках 1100-летия крещения Алании началась достаточно большая программа. Конечно, хотелось бы, чтобы большее количество объектов попало в эту программу. Мы изначально планировали порядка 34-35 объектов, ну, к сожалению, оставили только 14. Но, тем не менее, вот в 2020 году завершены работы по реставрации в Ильинской церкви селения Фараската, Иравского района, Изгорского ущелья. И завершены работы в Остинской церкви в городе Владикавказ. Ну, и есть двухгодичные, трехгодичные такие проекты. Ну, то есть работа ведется. Ну, как мне кажется, это очень хорошая положительная тенденция. И было бы неплохо, конечно, чтобы это все продолжалось в том же направлении. Тамерлан Таймуразович, я бы хотел у вас спросить о полилингвальном обучении. На протяжении последних нескольких лет, да, реализовывалось в рамках предыдущей программы национально-культурного развития вот это направление, да, связанное с развитием полилингвального обучения у нас в дошкольных учреждениях, в частности, да. Вот в каком состоянии у нас находится на сегодняшний день, на ваш взгляд, полилингвальное обучение, и вот будет ли в рамках новой программы это направление дальше развиваться? Полилингвальное образование было частью второй подпрограммы этой программы, то есть подпрограмма сохранения и развития остинского языка. Она включала и в настоящей редакции, во второй редакции уже тоже включают целый ряд мероприятий, которые направлены на сохранение остинского языка в целом. И эта работа представлена разными формами. Значит, начиная от создания курсов для взрослых и детей, для изучения самостоятельно остинского языка. Взрослых это уже школьного возраста, да? Нет, взрослых имеется в виду именно взрослых. То есть те наши сограждане, которые в силу разных жизненных обстоятельств не смогли в свое время прикоснуться, присоединиться к осетинскому языковому сообществу, сейчас имеют возможность посещать курсы для того, чтобы или с нуля, или там 2 цикла, или нулевой, или продвинутый, значит, или начинать, или совершенствовать свои знания в области остинского языка. Помимо курсов офлайн предусмотрено также создание системы дистанционного обучения осетинскому языку. Кстати, это очень заинтересовало наших братьев, живущих в Турции.
И есть проект дистанционного обучения осетинскому языку на турецком языке именно для тех турецких осетин или осетин, живущих в Турции, с тем, чтобы остановить процесс, скажем так, угасания осетинского языка, который на самом деле происходит и в турецко-осетинской среде. То есть, когда мы часто приводим в пример осетин, живущих в Турции, что они, несмотря на отсутствие языковой среды, несмотря на отсутствие системы образования, сохраняют в семьях осетинский язык, к сожалению, это уже в прошлом. Это было уместно, это было оправдано, такое заключение к тому периоду, когда осетины в Турции жили компактно в нескольких селах в достаточно ограниченных регионах. В последнюю четверть века произошло расселение турецких осетин в крупные города Турецкой Республики. Соответственно, разорвались какие-то земляческие связи. Значит, дети, новые поколения вырастают в турецкоязычной среде. Поэтому среди молодых турецких осетин очень мало тех, кто владеет родным языком. И они сейчас с нетерпением ждут, когда же мы, наконец, запустим онлайн-курсы осетинского языка. И, повторю, здесь есть целый ряд проблем, в том числе и то, что нам нужны преподаватели, которые могут преподавать на турецком языке, потому что на русском языке это невозможно, поскольку его не понимают. Ну, вот сейчас подобраны преподаватели, создано учебное пособие, и как только откроется финансирование по программе, о которой мы сегодня говорим, я надеюсь, что через месяц, через два эти курсы начнут функционировать. Большое внимание в предыдущей программе и в нынешней уделено созданию системы полилингвального образования. То есть это современная система национального образования, которая предполагает использование осетинского и русского языков в качестве языков обучения и в качестве изучаемых языков. На сегодняшний день у нас в республике действует 10 общеобразовательных школ, работающих по полилингвальной модели, и более 40 детских садов, которые тоже полилингвальны. Сейчас... Я так понимаю, Тамерлан Таймуразович, количество учебных заведений расширяется, да, в рамках полилингвального обучения? Да, в течение предыдущих лет это количество возрастало. И сейчас мы имеем перед собой задачу динамично, но, скажем так, взвешенно идти дальше по расширению количества детских садов и полилингвальных школ. Но в данном случае решено, что эта задача будет выведена за пределы программы национально-культурного развития осетинского народа и включена в другую программу государственную, это программа развития образования. Ну, это особого значения не имеет. Главное, что... Ну, это, наверное, логично в какой-то степени, да. Конечно. Главное, что есть намерение эту работу продолжить и расширять. И есть приказ министра образования и науки республики о том, чтобы провести в течение февраля месяца мониторинг успеваемости в полилингвальных школах для того, чтобы оценить эффективность этой образовательной модели и на основе уже этих выводов принимать решение о дальнейшем расширении сети полилингвальных школ. На этом фоне актуализируется предложение, эта идея сейчас находится на стадии обсуждения, того, чтобы в каждом районном центре открыть аланскую гимназию. То есть свою аланскую гимназию со всеми теми преимуществами, которые дает эта форма организации образовательного процесса. Ну, я бы хотел, Тамерлан Таймуразович, чтобы мы чуть позже об этом тоже поговорили, да, пока оставим этот вопрос. А
Алан Казбекович, на ваш взгляд, чем отличается, по сути, программа, новая программа от той, которая действовала ранее? Как мы сказали, вот много внимания будет уделяться именно объектам культурного наследия, да, восстановлению, реставрации объектов культурного наследия. А в чем еще вот существенное отличие, на ваш взгляд, вот этой программы, новой программы? Да, отличия есть. Ну, начну, наверное, пожалуй, с того, что не секрет для жителей республики, для граждан Осетии, что потребность среди большей части населения, проживающей на территории Северной Осетии, имеется именно в том, чтобы удовлетворить свои национальные культурные потребности. Есть потребность в изучении дополнительного языка. Вот как сказал Тамерлан Таймуразович, был период исторический, когда очень большое количество людей было оторвано от возможности, от доступа к владению этим языком, от доступа в это сообщество языковое осетинское. Вот. Поэтому, исходя вот из этого, мы, когда приступали к разработке этой программы, мы как бы не просто прорабатывали ситуацию, но и выстраивали последовательность выхода из вот критических каких-то ситуаций. Поэтому, если говорить о том первом этапе государственной программы, то была необходимость создания некой базы. Базы, которая, например, заключена в словарях, да, то есть какой-то набор каких-то там фраз, каких-то там слов и так далее. База заключается в том, чтобы подготовить специалистов, которые будут работать. То есть это и специалисты-преподаватели, и специалисты по разным направлениям. А словари, например, извините, вот, Алан Казбекович, словари это имеется в виду на бумажном носителе или, может быть, и на какая-то бумажном, и электронное приложение? база, без сомнения. Сегодняшняя наша современность, она диктует свои правила. Без работы в сети, без работы в интернете, без работы с электронными носителями сегодня нет развития, нет продвижения. Были, вот как пример даже приведу, есть задача в ближайшее время перевести, то есть сделать равноценным делооборот, документооборот на русском языке и на осетинском. К сожалению, нету специалистов в этой сфере, готовых работать не было готовых на должном уровне вести эту работу. На протяжении 3 лет такая работа обучающая проводилась. В каждом ведомстве на сегодняшний день есть люди, которые прошли обучение, которые имеют документ, подтверждающий, что они могут работать в сфере делопроизводства на осетинском языке. Ну и так далее. То есть тогда были созданы базовые элементы. И если говорить о сегодняшней госпрограмме, то это госпрограмма, которая заключается в создании по разным направлениям новых фактически конструкций. Сейчас говорилось о полилингвальной школе, которая наработала огромный опыт, и сегодня уже есть необходимость продолжения этой работы на совершенно другом уровне, то есть расширение базы. Аналогичная работа будет проводиться и по многим другим направлениям. А вот то, что касается, вот Тамерлан Таймуразович тоже об этом сказал, вот, изучение осетинского языка, да, будут созданы соответствующие школы. А кто конкретно будет заниматься этим направлением? Это что за люди, что за учреждение будет в этом участвовать? Можно ли об этом сейчас сказать? Ну, опять же, исходим из того, что предыдущий опыт работы в этом направлении, нельзя сказать, что его вообще не было, никакой работы не велось, был наработан опыт. То есть сегодня речь идет о том, чтобы продолжить эту работу. Без сомнения, если дело идет об образовании, если дело идет об обучении, то это Министерство образования будет заниматься этими вопросами, исходя из того опыта, который у них имеется. Этим будет заниматься на безвозмездной основе? В том числе. Я добавлю еще. Дело в том, что курсами для детей действительно занимается Министерство образования и науки на базе Дворца пионеров. А то, что касается курсов для взрослых, то они развернуты на базе Штернахаша. И курирует эту программу именно Штернахаш. И тоже на безвозмездной основе, да? На безвозмездной. Да. Ну, у нас то есть все необходимые расходы на приобретение учебной литературы, на оплату труда педагогов, они идут как раз из средств программы. Но я также знаю, что есть у нас, ну, как минимум одну школу знаю, которая занимается на возмездной основе, да, насколько я знаю.
оказывает соответствующие услуги, обучает остинскому языку, остинской культуре. Но, насколько я знаю, это не в рамках программы национально-культурного развития, этим они занимаются самостоятельно, да? Эмилия Георгиевна, я бы хотел у вас спросить, вот в какой степени, вот, нет, даже в первую очередь я бы хотел спросить, вот как вы оцениваете состояние наших объектов культурного наследия, да, в общем? Характеризуйте, может быть, такой общий вопрос, в какой-то степени абстрактный. И в какой степени программа национально-культурного развития, новая программа, позволит решить эту задачу восстановления объектов культурного наследия? Вы знаете, у нас 409 объектов, которые внесены в государственный реестр. Часть из них 206 федеральных и 203 регионального значения. Но большая часть этих объектов бесхозяйные до сих пор. Я уже не говорю об объектах, которые входят в перечень выявленных объектов культурного наследия. Это те, которые уже находятся на государственной охране, но еще не включены в госреестр. То есть не проведена еще историко-культурная государственная экспертиза. Что значит, извините, Эмилия Георгиевна, да. А что значит бесхозяйные объекты? Они никому не принадлежат? Они не принадлежат никому, действительно. И вот сейчас началась как раз эта работа, и в рамках этой программы мы будем продолжать эту работу. Это работа постановки на кадастровый учет границ территорий тех или иных объектов культурного наследия и в какой-то степени и самих объектов культурного наследия, выявленных в основном, потому что с теми, которые внесены в госреестр, с ними как-то уже более или менее налажена работа. Но, тем не менее, это все платные услуги, поэтому вот в рамках этой программы, конечно, это вот тоже будет оплачиваться. Проведение историко-культурной экспертизы необходимо для выявленных объектов культурного наследия, поэтому здесь тоже нужна экспертиза, тоже нужно финансирование, тоже в рамках вот этой программы. Ну, то есть целый ряд. Или вот я говорила о том, что проведение реставрационных работ, но прежде чем их провести, необходимо подготовить проектно-сметную документацию. И вот подготовка проектно-сметной документации тоже можно использовать, и мы намерены использовать в рамках вот этой программы финансирования. То есть объекты культурного наследия, они будут восстанавливаться, я правильно вас понимаю? Безусловно, мы идем именно этим курсом, потому что для этого наше ведомство и создано, чтобы максимально увеличить долю отреставрированных объектов культурного наследия, чтобы как-то это интересные памятники, чтобы они как-то показались уже с другой стороны, чтобы и люди, приезжающие в республику, и подрастающее поколение как-то могли видеть воочию, наблюдать то, что в какой-то степени было утрачено или находится в неудовлетворительном состоянии, чтобы сейчас можно было это вот при восстановлении. Кто-то, может быть, из молодежи будут гордиться своими башнями, которые находятся, к сожалению, в плохом состоянии. Большая часть объектов, к сожалению, в плохом. Ну, действительно, это очень важный вопрос, потому что, как вы сказали, на самом деле многие в неудовлетворительном, наверное, положении находятся наши объекты культурного наследия, и к тому же нужно, наверное, своевременно как-то реагировать, чтобы дальше этот процесс не продолжался. Тамерлан Таймуразович, я бы хотел вас спросить, вот как вам кажется, вот насколько новая программа национально-культурного развития, она скажется в целом на развитии остинского народа в вопросе сохранения развития культуры, языка? Вот когда мы сможем почувствовать какие-то... Понятно, что это процесс, который не будет... Это проблема, которая не может быть решена какими-то единовременно, наверное, в ближнесрочной перспективе, но тем не менее, вот каков ваш прогноз? Вот, может быть, в среднесрочной перспективе мы почувствуем реальные плоды? Я думаю, что надо исходить из того, что много десятилетий ранее этими вопросами не занимались практически абсолютно. Поэтому накопилось очень большое количество проблем, связанных и с материальным культурным наследием.
и с нематериальным культурным наследием. Дело в том, что осетинская национальная культура, она, как известно, находилась не только в заброшенном состоянии, она находилась в положении осажденного. И были периоды в нашей истории, когда осетинская национальная культура, как и равные национальной культуры других народов страны, они просто тактично, целенаправленно и поступательно просто уничтожались. Для этого была проведена соответствующая работа. Это было из благих намерений для того, чтобы заместить национальные культуры различных народов Советского Союза единой культурным эрзацем, единым, то есть моральным кодексом строителя коммунизма, на основе которого планировалось объединить в духовном плане все народы страны. И вот в этот период 70-х, 80-х годов, не то что какая-то целенаправленная работа по поддержанию развития национальной культуры проводилась, а осуществлялись, наоборот, контрпродуктивные действия, которые вели к ослаблению позиций национальной культуры. Поэтому сейчас нам приходится восполнять это все. И на самом деле не достраивать, а приходится перестраивать. Дело в том, что культура или развивается, или умирает. Третьей фазы не бывает. И ситуация, в которой осетинская национальная культура не развивалась, она деградировала. И теперь приходится не естественным путем продолжать надстраивать уже в современную форму национальной культуры, а приходится на тех руинах, которые остались, их восстанавливать и на них уже начинать планировать дальнейшее движение. В том, что касается осетинского языка, здесь проблема известная, проблема, так сказать, острая. И ситуация ведь аналогичная. То есть 60-е-90-е годы 20 века это была целенаправленная, опять же, государственная языковая политика, направленная на вытеснение родных языков из сферы образования и, как следствие, из других социальных сфер. То, что ломается в течение 30 лет, требует очень длительного, опять же, периода для того, чтобы эту ситуацию изменить. Главное, во-первых, вот если оценивать эффективность и актуальность принятой программы, мы начинаем движение по пути ренессанса, по пути восстановления, возрождения языка и культуры. Это займет годы, это займет десятилетия. В этом себе надо отдавать отчет. Но главное, что мы начали и уверенно, системно идти по этому пути. Мы свернули с пути разрушения на путь созидания. Но я еще раз повторю, что мы будем видеть в течение ближайших 5 лет определенные изменения, но не стоит себя обманывать мыслью о том, что мы сможем радикально переломить ситуацию. Главное – идти по этому пути. 5 лет, 10 лет, 15 лет. Но чем дальше мы будем идти по намеченному сегодня пути, тем больше мы будем видеть позитивных изменений, и тем ближе будет наша цель – возрождение национального языка, национальной культуры и национальной самобытности осетинского народа. Спасибо, Таминат Эмирович. То есть в целом вы оцениваете оптимистично, и вы считаете, что, конечно, это в наших силах, да, изменить ситуацию к лучшему? В наших силах, безусловно. И я всегда говорю, что когда мы слышим с экранов телевизоров или читаем где-то о том, что ежедневно в мире погибает несколько языков,
И то, что значительная часть из приблизительно 6 тысяч языков, существующих на земном шаре, до конца 21 века исчезнут с языковой карты мира, это правда. Это так и будет. Но это не касается и не должно коснуться осетинского языка. Не потому, что он особый, а потому, что мы имеем все условия и количество носителей, и определенная культурная автономия, которой мы располагаем, в рамках которой мы можем решать вопросы, и мы решаем их в рамках вот сегодня обсуждаемой программы. У нас есть все шансы попасть в число тех языков, которые будут сохранены. Соответственно, на базе этого языка можно будет строить и национально-культурную политику. Поэтому оптимизм этот, ну, скажем так, не эмоциональный, а рациональный. Это оптимизм, основанный на анализе исторического и мирового опыта сохранения и развития, и даже возрождения национальных языков и культур. Спасибо. Алан Казбекович, я бы хотел у вас спросить, вот можете более подробно рассказать о том, какую работу именно будет проводить Министерство по вопросам национальных отношений? Безусловно, там есть определенные мероприятия, которые будет реализовывать в рамках программы Министерства по вопросам национальных отношений. И, с другой стороны, Министерство по вопросам национальных отношений будет выступать, как я понял, координатором, да, который будет координировать реализацию программы всеми остальными органами исполнительной власти. Да, без сомнения. Министерство по вопросам национальных отношений будет выступать координатором, ну, а если говорить более точными формулировками, это ответственный исполнитель. Роль координатора подразумевает взаимодействие с каждым из исполнителей, из соисполнителей, из участников этой госпрограммы, взаимодействие в плане обмена информацией, в плане оказания содействия. То есть сказать, что там есть как нарезанные куски, которыми будет каждое ведомство заниматься в отрыве друг от друга, это будет неправильное представление, потому что по каждому направлению, и по первой подпрограмме, и по второй задействованы абсолютно все органы власти. И каждое мероприятие, оно не просто в отрыве идет от всего остального, что изложено в госпрограмме, а является частью, гармонично вписывающейся в длительный процесс. И, пожалуй, соглашусь с Тамерланом Танюразовичем, ожидать, что вот на выходе, то есть в 2025 году будет что-то вот этакое, то есть ощутимый, суперощутимый результат, это будет, наверное, неправильно, потому что без сомнения результаты будут, будет проведена работа, но нацеливаться надо на то, что это долгосрочная работа, что это работа на десятилетие. А возможно ли такое, Алан Казбекович, что в процессе реализации этой программы в программу будут вноситься какие-то корректировки исполнительными, да, соисполнительными? Конечно. Государственная программа – это очень живой организм, очень живой механизм. По ходу реализации мы будем учитывать, естественно, замерять ежегодно эффективность и, скажем так, те голоса, которые будут раздаваться из общества, которые будут, скажем, реагировать на реализацию этих направлений работы, они будут учтены без сомнения. Я больше скажу, сама госпрограмма, то есть вот ныне принятая и действующая, она и создавалась таким образом. Огромный пласт, если не основной, внесли те общественные объединения, те сообщества, которые имеются в нашей республике, в то, чтобы она была сформирована именно таким образом. То есть на сегодняшний день государственная программа – это не плод фантазии, не выдумка отдельно взятых чиновников в отдельно взятых ведомствах. Это реально по запросам, по чаяниям, по нуждам общества созданный механизм для того, чтобы ситуацию выправить, для того, чтобы ситуацию улучшить. А вот то, что касается, вы говорили, что это, конечно, не плод фантазии, да, безусловно, органов государственной власти. Вот какое участие принимали, можете вкратце сказать о том, какое участие принимали в разработке этой программы общественные организации, да, может быть, научные учреждения? Конечно.
как я уже говорил, какая-то работа проводилась и до того. Более того, часть позиций, которые сегодня есть в этой государственной программе, она была, скажем так, растворена, утоплена в других государственных программах, в других направлениях работы ведомств. Вот. Возникла необходимость объединить это все в единый котел, в единое направление работы. Вот, собственно, этим мы и занялись. Но, как я уже говорил, без того, чтобы иметь поддержку в обществе, среди граждан республики, мы бы не обошлись, и поэтому мы обратились через средства массовой информации, через другие каналы к тем активным представителям нашего сообщества, которые сегодня работают на территории Северной Осетии, и получили отклик. То есть отклик был в виде уже готовых проектов, отклик был в виде каких-то предложений, которые поступали на разных площадках. Отклик был при общественных обсуждениях, то есть это тоже проводился процесс, опять же, на протяжении достаточно долгого периода времени. То есть обсуждение велось. Если говорить о тех организациях, которые внесли серьезный вклад, это и, естественно, организация Высший совет осетин, более известная как Штормахаш, это организация Юзинат, это Федерация национальных видов спорта, ну и еще огромное количество общественных объединений, которые активно участвовали и в составлении этой госпрограммы, и, надеюсь, будут активно участвовать в реализации ее основных позиций. Эмилия Георгиевна, я бы хотел вас спросить. С одной стороны, это очень позитивно, что у нас органы государственной власти обращают внимание на восстановление объектов культурного наследия. И, насколько я знаю, мы об этом тоже сказали, что большой объем финансирования выделен на это направление. С другой стороны, у нас уже была одна программа, в которой мы также обсуждали восстановление объектов, проблему восстановления объектов культурного наследия. И, в частности, вот один из гостей, Слава Джинаев, он говорил о том, что очень многое зависит не только от органов государственной власти, но и от частных людей, может быть, частных организаций, фамильных каких-то объединений, которые также могут изъявить инициативу и заниматься восстановлением объектов культурного наследия. Вот, на ваш взгляд, какова должна быть роль именно вот этих людей, частных лиц, частных организаций, фамильных объединений вот в решении данной проблемы? И насколько активно вообще они участвуют? Наверняка у вас есть информация. Да, конечно. В решении этой проблемы. Да, в последнее время есть такая тенденция. Есть частные лица, которые, их называют меценатами часто, которые изъявляют желание включиться в процесс по восстановлению тех или иных объектов. И имеется уже такая практика. И, кстати, поступают звонки от наших земляков из других городов, из Москвы, и из Ростова-на-Дону, из других городов, из Питера, о том, что хотели бы включиться в процесс по оказанию помощи, по восстановлению объектов культурного наследия. Это очень радует. Но должна сказать, что есть такой механизм, фамильное объединение. Понятно, что объект культурного наследия мы не можем передать частному лицу. Естественно, он может передаваться в безвозмездное пользование, согласно законодательству, но юридическому лицу. И таким образом фамилии, у которых есть фамильные башни или, может быть, фамильные склепы, какие-то уже заброшенные, к сожалению, кладбища высоко в горах, откуда выходцами являются представители этой фамилии, ну и другие памятники. Святилища, это вот в первую очередь, наверное, нужно было сказать о святилищах, потому что есть и фамильные, и семейные святилища, ущельские, сельские, в общем, целый ряд. И огромное количество святилищ у нас на территории республики, к сожалению, небольшая их часть внесена в государственный реестр, в наши перечни объектов культурного наследия и находится на государственной охране. Но, тем не менее, вот те общественные организации, представители общественных организаций, о которых говорил Алан Казбекович, не буду их перечислять, практически это те же самые, они тоже проявляют к этому интерес, оказывают большую помощь в
корректировки тех списков, которые мы собираем постоянно по ущельям, чтобы вот пополнить список наших святилищ. И возвращаясь к фамильным объединениям, существует механизм, вот просто отработанный, как это нужно делать, как нужно зарегистрировать фамильное объединение в управлении юстиции по Республике Северная Осетия, Алания. И дальнейший алгоритм весь расписан. И когда к нам обращаются фамилии, на сегодняшний день обратилось уже 66 фамилий, мы полностью... На мой взгляд, это немало, я думаю. Это немало, но, вы знаете, там вообще... Вот буквально несколько лет назад было порядка 22 пунктов по сбору документации, чтобы вот мы максимально сжались, сократили и довели до 11 пунктов. Но, например, Министерство юстиции, вернее, Управление юстиции вместе с документом об объединении, оно выдает уже сразу 6 документов, там налоговые свидетельства и так далее. Поэтому это достаточно быстро. Необходимы документы архивные, ну, это практически подтверждающие, что, или, может быть, какие-то легенды, связанные с той или иной фамилией. Все это записывается, очень интересно, нам приносят практически вот на дисках записаны воспоминания стариков, которых уже нет, к сожалению, или просто рукописные тексты, как рассказывали о проживании фамилии вот в родовом Я правильно понимаю, селе. это тоже необходимо для того, чтобы получить допуск к соответствующим Конечно, работам? это своего рода доказательная база, потому что, к сожалению, до сих пор мы сталкиваемся с такой проблемой, что 2 фамилии иногда претендуют на одну башню, а то и 3 фамилии. И ну, многие понимают, что лучше объединиться, восстановить, потому что никто в этой башне жить не будет и так далее. Цель – восстановить. И наша цель тоже сохранить объект культурного наследия. То есть здесь мы должны двигаться в одном направлении. Ну, увы, были случаи такие, когда фамилии не понимали друг друга, и, что называется, стенка на стенку. Это То есть, правильно вас понимаю, Эмилия Георгиевна, есть определенные формальные юридические требования, которые должны быть соблюдены представителями фамилии, в частности. Верно. Насколько я знаю, они наиболее активное участие хотят принимать в решении проблем восстановления объекта. Совершенно верно. И затем уже последний пункт вот в этом алгоритме действий. Это последние пункты. Это заключение договора или с Министерством имущественных отношений, или муниципальными администрациями. И мы выдаем охранные обязательства. То есть это обременение, что фамилия обязуется сохранять и не производить никакие действия по отношению к тому или иному объекту, приносящему вред ему. Вот таким образом. Много ли объектов, на ваш взгляд, по вашим наблюдениям, было восстановлено с участием фамилий? Ну, к сожалению, очень медленно этот процесс движется, очень медленно. Почему? Сложно сказать. Я думаю, что все упирается в финансирование. Даже если собран весь документационный пакет, затем нужны средства на то, чтобы восстановить. И вот открывают фонды свои. Но это процесс уже, который внутри фамилии, поэтому здесь сложно нам вмешаться. Но вот в основном объясняют этим, что необходимо собрать какое-то финансирование. Поэтому мы тоже пытаемся в какие-то программы, не только вот республиканская программа, хотя она тоже может оказывать какую-то помощь, каких-то потенциальных инвесторов ищем, которые могут помочь хотя бы часть внести каких-то средств. Республика где-то порядка 10% тоже может оказать помощь в восстановлении. То есть вот процесс как-то вот таким образом движется. И федеральные программы, соответственно. Тамерлан Таймуразович, я бы хотел у вас спросить, вы затронули тему создания аланских гимназий в каждом из районов республики, но прежде я хотел у вас бы спросить о том, вот насколько действующий опыт действующей аланской гимназии, насколько он успешен у нас, и потом уже, чтобы мы перешли к вопросу создания аланских гимназий в районах республики, насколько это вообще реально и как скоро это можно воплотить. Буквально пару недель назад состоялось совещание попечительского совета Аланской гимназии, председателем которого является глава республики. На заседании были рассмотрены итоги
Дело в том, что сейчас там уже учащиеся с 1 по 4 класс. И можно уже подводить предварительные итоги эффективности этой образовательной модели на уровне начальной школы. Такой мониторинг был проведен, были проведены срезы знаний. Они оказались вполне удовлетворительными, то есть несмотря на то, что дети в основном обучаются на на осетинском языке. Соответственно, значит, общеобразовательные предметы усваиваются в очень на хорошем уровне. Ну, в частности, можно привести тот факт, что качественная успеваемость по математике, которую изучают на осетинском языке, она составила 82%. Качественная успеваемость. Это очень высокий показатель. Насколько я знаю, даже по каким-то позициям выше, чем в среднем по городу, да? Да, да. Значит, есть, конечно, определенные проблемы, но они не носят такого системного характера, связаны с проблемами роста. Значит, поэтому, собственно, и прозвучала идея о том, чтобы опыт Аланской гимназии распространить, вернее, мультиплицировать, распространить по районам с тем, чтобы создать в каждом районе такую, скажем, маяк, свет которого был бы притягателен для родителей, учащихся, педагогических работников. Пока вопрос окончательно не решен, он находится в стадии обсуждения. Еще раз повторяю, что в течение февраля месяца будет проведен мониторинг уже не только Аланской гимназии, но и ряда других общеобразовательных учреждений, которые функционируют по полилингвальной основе. И в зависимости от оценки результатов эффективности в этих школах будет приниматься уже окончательное решение о расширении сети полилингвальных школ на ближайший период в форме аланских гимназий. Это не просто название. Дело в том, что Аланская гимназия отличается от других общеобразовательных учреждений тем, что это школа полного дня. И есть возможность создания языковой среды, в которую погружаются дети не только на уроках, но и во внеурочное время, в неурочных формах образовательной деятельности. Это существенно. Это существенно. Как в других школах, которые тоже работают по полилингвальной системе, к сожалению, режим полного дня не предусмотрен. Поэтому дети только на уроках пользуются осетинским языком, потом, к сожалению, они попадают снова в русскоязычную среду, что все-таки снижает, конечно, качество овладения литературным осетинским языком. А на ваш взгляд, Тамерлан Таймуразович, вот в обществе есть запрос на то, чтобы расширять вот этот опыт Аланской гимназии именно в районах, создавать в каждом из районов школу, соответствующую, с преимущественным обучением на осетинском языке? Трудно сказать Вот однозначно. Дело в том, что если следить, допустим, за социальными сетями, то там все ратуют и все, значит, однозначно за то, чтобы расширялись сети. Вот в Аланскую гимназию, насколько я знаю, желающих больше, чем школа может принять на самом деле. В Аланскую гимназию конкурс. Я думаю, что если в районах будут созданы такие же условия, ну, еще раз повторю, первое и главное условие с тем, чтобы эти были школы с полным рабочим днем, с полным погружением. И это устроит и родителей, потому что домашние задания будут выполняться в школе, ребенок в течение всего рабочего дня будет под присмотром, будет обеспечен питанием и так далее. Я думаю, что это будет достаточно притягательно для родителей. Но самое главное, это все-таки показать результаты эффективности. То есть, чтобы снять главную
причину, по которой родители колеблются между школой традиционной русскоязычной и нашей полилингвальной школой. То есть снять опасения того, что их дети недополучат какие-то знания. Именно поэтому вот первая ласточка или пилотный наш проект Соланской гимназии нацелен на то, чтобы проложить во льдах, так сказать, путь, за которым поплывут и другие школы. И мы намерены опыт Аланской гимназии сейчас распространять, знакомить с результатами директоров, родителей, учителей школ, с тем, чтобы не было опасений по поводу того, что обучение на осетинском языке может отрицательно сказаться на общеобразовательных знаниях учащихся и на владении русским языком. Спасибо, Тамерлан Темиразович. У нас уже время подошло к концу, поэтому я тоже подведу определенные итоги. Действительно, хотелось бы выразить определенное, наверное, удовлетворение тем, что у нас органы государственной власти обращают внимание на проблемы национально-культурного развития республики, и тому подтверждением это программа, новая программа национально-культурного развития, да и предыдущая. Это значит, что уже в течение ряда лет последовательно реализуется определенная политика в этом направлении. И, повторюсь, это очень важно, потому что действительно у органов государственной власти есть, наверное, больше ресурсов для того, чтобы они решали данные проблемы. Ну и, конечно, общий итог реализации этой политики, он будет зависеть от того, насколько она будет эффективно реализовываться каждым из исполнителей этих программ. Да, мы их тоже обозначили в целом, да. Ряд органов исполнительной власти будет этим заниматься. Насколько эффективно это будет реализовываться и учреждениями, в частности. У нас есть и учебные заведения, о которых мы сказали, Аланская гимназия, в частности. Поэтому, вот, как мне кажется, очень важно, чтобы все как можно более эффективно в этом поучаствовали. Вас я бы хотел поблагодарить за участие в программе и за ту большую работу, которую вы проводите. Спасибо вам большое. Это была программа «Неудобная студия». Встретимся через неделю. До свидания.